Вы знаете, не только для меня, но, конечно же, для всех российских граждан, находящихся здесь или постоянно проживающих в Монголии, сегодня большой день. На нашем избирательном участке голосование состоялось и проходит сейчас в один день, 19 числа. Участок открылся, как и все остальные участки в Российской Федерации и за ее пределами, в 8 часов утра. В 7 часов утра здесь были уже наблюдатели от Общественной палаты России, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Монголии. Что касается второго избирательного участка, то Дарханульского избирательного участка, то там голосование проходило в несколько этапов. Центральная избирательная комиссия с учетом разбросанности наших граждан по территории Дарханульского избирательного округа разрешила проводить выездные голосования. Ну, например, вы знаете, что у нас большой контингент сотрудников, российских граждан, работает на предприятии с государственной собственностью ГОК «Эрдэнэт». Там проводилось выездное голосование. Есть еще несколько мест, куда представители избирательного округа Дарханульского аймака выезжали специально на выездное голосование. А всего у нас за рубежом на этот раз открыто 348 избирательных участков. 2, как я сказал, уже у нас в Монголии. Ну и вы, наверное, знаете, что сегодня голосуют по 2 спискам. Вы видели, там все у нас на стендах имеется. По политическим партиям 14 партий зарегистрировано. Из них 4 парламентских, 10 непарламентских. Кстати, никто не исключен из серьезных политических партий. Все получили возможность, если они соответствуют критериям, выставлять своих кандидатов в депутаты и вести избирательную кампанию. Особенностью нынешней избирательной кампании является то, что у нас организовано в стране дистанционное электронное голосование. Дистанционное электронное голосование проходит не во всех 85 субъектов Российской Федерации. Или, как в Монголии нас называют эти субъекты, регионы Российской Федерации. В 7 ЦИК разрешил провести такое голосование. Это Москва, потом на севере Мурманская область, на юге город Севастополь, затем Ростовская область, Нижегородская область, Ярославская, Курская области. Надо сказать, что критерием выбора участников дистанционного электронного голосования было прежде всего несколько. Москва уже голосовала электронно. Такое голосование проводилось в 2019 году на выборах депутатов Московской городской думы и в 2020 году во время голосования за поправки к Российской Конституции. Организованы они были в прошлом году. Такие же выборы по поправкам проходили и еще в нескольких областях. Вот, в частности, в Курской, в Нижегородской, в Ярославской. А вот Мурманск на сей раз и Севастополь были добавлены потому, что, по данным Центральной избирательной комиссии, значительное количество избирателей из этих областей в этот период времени традиционно находится за пределами своих областей или в отпусках. Как правило, в отпусках. Что нужно для дистанционного электронного голосования в России? Ну, прежде всего, необходим информационно-коммуникационный девайс или информационное устройство с выходом в интернет, с доступом к интернету. Кроме того, вы должны быть активным избирателем. То есть вы должны обладать активным избирательным правом. В-третьих, не каждый человек может проголосовать, представившись жителям этих 7 субъектов Российской Федерации, а только тот, кто официально зарегистрирован по месту жительства в этих 7 субъектах. Для того, чтобы проголосовать, необходимо было до 24 часов 13 сентября разместить заявление на специальном портале государственных услуг России. После подтверждения вашего статуса вы должны были в период с 8 утра 17 числа
по 20 часов 19, то есть сегодняшнего дня, осуществить ваше право на голосование. Как это делается? Ну, вы должны прежде всего были авторизоваться на, опять-таки, специальном портале для голосования. Затем вы должны подтвердить свою идентичность, вашу личность. И после этого открывается бюллетень для электронного голосования, и вы должны осуществить свое голосование. Хочу сказать, что вся система разработана в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». Мы тоже очень большое внимание, как и монгольское руководство, монгольская общественность, уделяем именно цифровым технологиям. Разработана она российскими научно-исследовательскими коллективами, нашими программистами и техниками на основе известной во всем мире технологии блокчейн. Имеются очень существенные достоинства у этой системы. Во-первых, она очень оперативна. Если вы осуществили все необходимые действия, вы немедленно подаете свой голос. Во-вторых, обеспечивается полная анонимность. Обеспечивается, кроме этого, еще такая важнейшая вещь, как неизменяемость вашего волеизъявления, вашего голосования. На всех этапах эта система очень надежна, она безопасна. Осуществляется, кстати, мониторинг за всякими фишинговыми и прочими вредными ресурсами, для того, чтобы оградить идентичность человека, его персональные данные и то, как он проголосовал, его волеизъявление. Еще интересные особенности у этой системы. Все участники избирательного процесса, ну, включая политические партии, депутаты и, самое главное, наблюдатели, имеют полное право доступа к вот этой системе. Они могут мониторить голосование. Это очень важно. Какова эффективность? Ну, вы знаете, традиционно цифровое электронное голосование – это как бы удел наиболее продвинутых в технологическом отношении и социально активных людей. Ну, например, по Москве, насколько мне известно, на 24 часа 13 сентября, я надеюсь, память меня не подводит, по-моему, было зарегистрировано более 1,5 миллиона избирателей на дистанционное электронное голосование. Есть еще очень важная особенность. Как я уже сказал, что инициативность и активность социальной позиции людей, их способность разбираться в технологических устройствах приводит к тому, что обычно приходят реально выразить свою волю 90% тех, кто подает заявление на дистанционное электронное голосование. В целом, я хочу вам сказать, что голосование в Российской Федерации идет достаточно активно. По состоянию, например, на 15 часов предыдущего дня, 18 числа, по данным Центральной избирательной комиссии, 25,64% избирателей России уже выразило свое волеизъявление. Что касается нашего избирательного участка, то мы рады. Голосование идет хорошо. Люди идут, российские граждане идут. И я надеюсь, что у нас будет высокая явка на этот раз. Мы, конечно, хотим особенно выразить благодарность и оперативному штабу правительства Монголии по борьбе с коронавирусной инфекцией, Государственной чрезвычайной комиссии, правительству, руководству страны за то, что... И, конечно же, МИДу, нашим непосредственным, как говорится, коллегам, за то, что нам было в очередной раз разрешено провести голосование. Мы избираем 8-й созыв Государственной Думы. И все эти 8 раз монгольские друзья разрешали нам проводить голосование с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и других требований страны пребывания. Мы за это признательны. Если есть еще какие-то вопросы, я с удовольствием вам еще отвечу. И все говорили, я хотела